В добрый путь знаний и новых открытий дети вступают весело и с творческим подходом. В актовом зале новой 18-й школы в Альтиево звучат стихи, торжественные клятвы первоклашек усердно учиться и получать знания, слушаться учителей, относиться серьезно к образовательному процессу и преодолевать все трудности на пути к светлому будущему. Будем жить здесь очень дружно, и станет школа дом родной. Здесь для учебы все, что нужно. Спасибо всем за дом такой. Актовый зал наполнен до отказа. В числе гостей и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, сенатор Мухарбек Барахоев и многие другие. Открытие новой школы на 720 мест в Альтиево – событие праздничное, ведь, как отметил глава региона, создание лучших условий для учащихся сейчас – это востребованные специалисты завтра, которые так необходимы в нашей республике. Каждый из вас сегодня, познакомившись со своим учителем, классом, руководителем, пронесет это за все время учебного года. Вы счастливые дети. Все условия созданы, и спортивные площадки, и стадион, и площадки баскетбольные, великолепные спортзалы. Поэтому надо только учиться. А нам знания, которые вы будете получать, они нам нужны в будущем. Нашей республике не хватает специалистов, хороших специалистов. Ну и, конечно, по традиции глава региона обошел всю школу, пообщался и со школьниками. Фок сделайте нам. Фок вам сделать? Чтобы тренироваться. Фок, спортзала нет здесь? Спортзал есть. А где вам фок сделать? Часто написано. Часто. Значит, будет строить. Ну, я сейчас кармана не выну, а так не замкнулся. Но если есть там надпись «Евросхам», там предусмотрено это, да? Предусмотрено фок? Нет, там, говорит, нет, фок там где-то щит стоит. Нет, там земля отведена. Планируется там, да? Значит, замышляй. А жил мэр из Фёма, министр Фок запланирован, значит, будет. Только его будут строить год, там, полтора, даже с бассейном. Махмуд Али Калиматов незапланированно прервал и урок русского языка. Впрочем, сами первоклассники такому визиту рады. Какая прелесть, а? Вот в действительности речь Агин, а он послушал. И знаете, вот все подобное, все. Очень хорошо. Мебель очень хорошо подобрана. Да? Стучка регулируется, да? Все, и компьютер есть, интерактивная доска есть, да? Ну, что я скажу? Мечта называется. Возвращаемся опять в первый класс. Также глава республики озвучил цель реализуемых проектов – выполнить задачу, поставленную президентом страны, ликвидировать двухсменное обучение. Президент, который ставит цель в этой республике, он говорит, не только в целом России, чтобы не было ни второй, ни третьей смены. Это задача такая. И я думаю, мы ее доведем. У нас продлили вот наш проект, да, программу до 30-го года. И за это время мы должны вот ликвидировать не только трехсменку, но и двухсменку. И мы это сделаем. При строительстве школы учли все условия всестороннего развития учеников. Это спортивные залы, пищеблок, кабинеты медслужбы, логопеда и многое другое. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для учащихся с ОВЗ. Для школьников доступно и дополнительное образование, а это кружки, к примеру, для девочек швейный и кулинарный. Это у нас мастерская по кулинарии. Здесь будут проходить уроки труда. У нас технология обслуживающий труд. Для этого у нас есть все. Предоставлена хорошая бытовая техника. Посуда у нас есть. Здесь мы будем изучать азы кулинарии. Научим девочек готовить, как правильно варить каши. 4 вида теста у нас. Очень хорошее оснащение в кабинете. Шестиклассница Мадина Пугиева в кулинарном деле вовсе не новичок. Признается, что с готовкой во многом помогает маме. Ей уже не терпится приступить к первым занятиям в кружке. Я ходила в 12-ю школу, тогда мне привели вот эту школу. Мне очень нравится вот эта школа. Учителя очень хорошие, тем более классные. Успели познакомиться со всеми? Да. Дети очень хорошие. Я с мамой готовлю. Сказали, что тут откроют кружок. Я обрадовалась. Наверное, я тут буду ходить и готовить. Меня научат, наверное, готовить вкусно.
Глава региона осмотрел кабинеты и учебные классы и проверил и спортзал школы. Махмуд Али Калиматов вспомнил, как 44 года назад, сам являясь тогда школьником, не мог себе и представить таких условий. Просторные классы и современное оснащение для полноценного образовательного процесса, от которого школьники и педагоги просто в восторге. Как учителю без опыта работы меня здесь очень хорошо консультируют, очень хорошо помогают. Директор очень компетентная женщина. Я очень рада, что именно мой первый опыт будет проходить в этой школе, потому что мне здесь очень нравится. Я очень сильно влилась в коллектив. يشكو بقدر يعني تحيلا دقائات خص شكولية إيش حيخر خوشت أقص قاتشم بولج ببريك قاتشم بولج كمبيوترный техник доска интерактивный доска зергил техник хар кабинет в школе биология уже кабинеты оснащенные ерик ахту бол хаби паргатуч аю. В рамках поручения президента Владимира Путина бесплатное горячее питание должны получать все дети с 1 по 4 классы. Оснащение здесь школьного пищеблока на высшем уровне. СОЖ номер 18 – это около 50 самих учебных помещений, физико-химические лаборатории, классы технологического труда, мастерские по обработке металла и многие другие. На сегодняшний день здесь обучается более 500 детей. Весь педагогический состав, а это около 40 человек, к образовательному процессу готовы. Дети идут, школа новая, оснащенная, люди приходят, смотрят, видят наше оснащение. Даже учителя, которые приходят к нам устраиваться на работу, с огромным удовольствием, видя наше оснащение, соглашаются и приходят к нам. Глава Ингушетии отметил, что эта школа 14-я по счету, построенная в рамках нацпроекта образования за последние 1,5 года. И до конца 2021 года в республике введут в строй еще 8 школ. Помимо всего, Махмуд Али Калиматов остался доволен работой застройщика и выразил уверенность, что с такими условиями ребята просто не позволят себе учиться плохо, а наоборот, будут идти в ногу со временем. Мир развивается, мир бежит вперед. Уже искусственный интеллект, все в цифровку уходят, и поэтому нам нужны знания. Мы не должны остановиться. Но мы должны идти в будущее. Мы будущее, а будущее без знаний, вы понимаете, оно нам возможно, но сложно. Мы не хотим создавать те вопросы и проблемы, которые прошли наши деды. Поэтому мы, если будем образованными, мы будем продвигаться вперед. Нацпроект образования – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач – обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов, исторических и национально-культурных традиций. И как пример реализации проектов Альтиева – новая школа с современными технологиями на 720 мест. Адам Мережков, Магомед Белокиев, Новости 24.